Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Посмотрим, что ждет нас 27 мая 2020 года. Хорошая карта дня у нас выпадает восьмерка жезлов. Что будет мешать? Пятерка мечей и четверка мечей. Это то, что будет помогать. Будем подсказывать себе из цыганской колоды. Итак, восьмерка жезлов. Карта говорит о том, что наконец появятся результаты того, что было сделано ранее нами, что сделано в прошлом. Если мы заложили какие-то основы, если мы начали раньше какие-то проекты, дела, если у нас были уже налажены какие-то отношения, то вот здесь все идет своим чередом, развивается, причем все очень быстро происходит, очень удачно для нас. И если у нас были какие-то важные цели, да, вот здесь у нас такой лук со стрелами в руках у героя, значит, мы их достигнем, причем легко. Чего бы это ни касалось, давайте посмотрим, про что же здесь речь. Особенно здесь будет важно достигать взаимопонимания. Да, это карта, которая связана с коммуникациями, с налаживанием каких-то связей. Если, допустим, мы ждали каких-то известий, допустим, письма какого-то, бумагу какой-то, документ, здесь мы это получим. Или, допустим, ждали какого-то человека, допустим, кто-то должен был приехать к нам в дом, или это может быть новое руководство, начальник, да. В общем, люди, которых мы ждали, вот они наконец появляются в нашей жизни. Кроме того, если мы не в паре, да, если у нас еще нет партнера, вот может даже встреча произойти совершенно для нас неожиданно, незапланированно. Кроме того, восьмерка жезлов, она у нас астрологически связана с Меркурием в Стрельце. То есть наши цели, наши планы реализуются тогда, когда мы умеем общаться, когда мы умеем работать с документами, когда мы все оформляем так, как положено, следуем правилам, инструкциям, когда у нас большое количество людей в нашем ближнем окружении находится, да, когда мы можем обратиться в любой момент к какому-то человеку нужному, когда у нас много клиентов, когда у нас много друзей и так далее, и так далее. То есть вот здесь у нас очень важно именно коммуникации такие развивать для того, чтобы успешнее был день. Также карта может говорить о том, что успешно какие-то поездки будут. Если вот для вас это важно, вот как запланировали, так и пройдет все. Или, допустим, кто-то собирался покупать, может быть, автомобиль. Вот что вы хотели, то и получите. Вот как раз здесь исполнение наших желаний. Кроме того, здесь может быть какие-то успехи в плане занятий физической какой-то активностью, да, может быть, в спорте какие-то достижения, может быть, в любимом деле какие-то достижения. В общем, здесь у нас все хорошо, все, что связано с взаимодействием с другими людьми, с коммерцией, заключением каких-то сделок. Возможно, тут большое количество каких-то мелких сделок. Может быть, нужно будет успеть сразу сделать несколько дел, но все это очень успешно. Карта благоприятная. Карта, которая говорит о том, что все у нас здесь получается. И нам здесь еще и помогает судьба. Да? Мы, конечно же, вложились, мы постарались, но еще и обстоятельства очень удачно складываются. Теперь что будет мешать? Пятерка мечей. Мешать будет не просто конкурентная какая-то борьба, да, а когда мы стараемся победить, несмотря ни на что. То есть используем любые средства, говорим тут любые слова, может быть, даже обидные, критика, да, может быть, пользуемся даже какими-то запрещенными приемами. Кстати, здесь могут быть ошибки еще в документах, это тоже будет очень вредно, то есть нужно проверять не только за собой, но и за другими людьми, да. В общем, карта нас предупреждает, все, что как-то вызвано нашим, может быть, желанием превосходства над другими людьми, да, это будет проблема. Или, допустим, наши личные ошибки, они несут ошибки и для окружающих нас людей, то есть проблемы несут для окружающих нас людей. Что будет помогать? Четверка мечей. Карта говорит о том, что бы ни происходило вокруг, негативного, да, или, может быть, какого-то неприятного для нас, нужно оставаться спокойными. Вот здесь один меч у нас лежит как бы вдоль, да, то есть
он показывает направление наших мыслей, да, то есть все должно быть ровно, все должно быть спокойно, это не должно быть направлено ни на нас, ни на кого другого, то есть вот эта энергия, которая какая-то негативная, угрожающая, да, ее нужно как-то перенаправлять, чтобы ни в коем случае не страдала там наша психика, наше здоровье, наши дела и так далее. И вообще, сегодня будет помогать, если мы вовремя будем отдыхать, если мы выспимся хорошо, если мы вовремя ляжем спать. То есть дела делами, да, то есть для дел день. А так мы должны обязательно давать себе возможность отдохнуть. И кроме того, вот здесь еще на карте изображена такая женщина, которая вот пришла, и человек, который лежит, он совершенно ее не замечает. То есть это намек на что? Что нужно давать себе время побыть в уединении, нужно говорить окружающим, близким нас людям, что нам нужно обязательно время для самовосстановления, да, и что в это время ни в коем случае не нужно как-то, ну, в общем, вмешиваться в нашу жизнь, да, не нужно ни в коем случае там нас о чем-то просить или еще что-то. В общем, нам нужно давать время побыть наедине с собой, прийти в себя, собраться с мыслями, отдохнуть. Это просто необходимо сегодня, чтобы было здоровье, чтобы была возможность собой владеть и так далее. Теперь посмотрим отношения для тех, кто в поиске партнера. Шестерка червовая. Замечательно. Здесь исполняются какие-то наши желания, наши мечты. То есть то, на что мы надеялись, то есть какого человека мы надеялись встретить, мы вполне возможно встретим сегодня. Валет пиковый для тех, кто в паре. Эта карта говорит о том, что у вас здесь может быть обновление отношений, страсть какая-то в отношениях появится. Может быть, у вас общие какие-то цели, дела, планы, и вы сможете даже как-то, благодаря вот тому, что у вас все хорошо получается, сможете даже как-то начать лучше друг к другу относиться. Может быть, как-то чувства выйдут на новый уровень. Так, чего это еще касается? Особенно, смотрите, если, допустим, у вас были сложности, связанные, может быть, с покупкой-продажей чего-то, или, может быть, с получением каких-то важных документов, да, то есть вы можете как раз сегодня вот это все закончить, и будет повод порадоваться, да, будет повод отметить это как-то вместе, вдвоем. То есть вы, такое ощущение, что вы выходите на новый уровень ваших взаимоотношений, вот благодаря тому, что сегодня происходит. Так, кстати, здесь может быть, вот если вы в паре, здесь может быть вмешательство третьих лиц, может, дети вмешиваются в ваши взаимоотношения, может быть, пожилые люди вмешиваются, да, и здесь нужно быть очень осторожными, то есть ни в коем случае не нужно допускать каких-то конфликтов, да, не нужно вообще просто разрешать другим людям вмешиваться в ваши взаимоотношения. Может быть, даже лучше уйти, да, вот от разговора, либо просто вот выйти из ситуации, можно прям физически выйти, да, закрыть за собой дверь, там не общаться, не разговаривать, ну, как бы дать понять другим людям, что вы не позволите вмешиваться в ваши отношения. Для тех, у кого ссора, да, туз пиковый, карта говорит о том, что сегодня вы можете быть очень эмоциональны и может быть, ревнивы, да, то есть, смотрите, если, допустим, вы чувствуете, что совладаете со своими эмоциями, тогда хорошо мириться. Если же чувствуете, что вот слишком у вас зашкаливают они, тогда лучше, конечно, этот день не использовать для примирения. Для тех, кто в поиске работы, карта говорит о том, что очень приятное место можете для себя найти. Может быть, кто-то из друзей, родни могут помочь вам в трудоустройстве, может быть, коллектив попадется очень такой приятный, где вас как бы с распростертыми объятиями примут. Может быть, это просто та работа, которая вам нравится, да, от которой вы не устаете. Хорошее тут время для получения работы. Может быть, это работа на дому, кстати. Теперь для тех, у кого есть работа, король бубновый. Карта говорит о том, что будут какие-то ситуации сегодня, связанные со взаимоотношениями. Может быть, там начальник подчиненный, да, либо, допустим, вы и ваш клиент, вы и кто-то из вашего коллектива. И нужно будет как-то очень глубоко здесь
погружаться в эти взаимоотношения, да, может быть, это не всегда желательно для вас будет, но без этого не обойтись. То есть вот нужно будет обязательно как-то стараться понять людей для того, чтобы не возникало сложностей. Кроме того, хороший день для того, чтобы, допустим, получить зарплату, или хороший день для того, чтобы заключать какие-то сделки многочисленные, возможно, да, там купля-продажа. Что еще здесь может быть важное? Может быть, какое-то будет предложение о повышении. Может быть, это не повышение в должности, а будет возможность повысить свою зарплату, но тогда, может быть, у вас обязанности прибавятся. Посмотрим, что ждет тех, кто своим делом занят. Но здесь активность. Кроме того, вы можете уже прямо сегодня достичь каких-то результатов хороших, какой-то успех у вас здесь есть. Может быть, будет общение с кем-то из властей, да, может быть, есть люди влиятельные, которые могут помочь решить какие-то ваши проблемы. Может быть, здесь приходят деньги, не сильно большое прям количество, но достаточное, да, чтобы вы порадовались. Кроме того, что здесь еще может быть? Может быть, какая-то часть дня посвящена отдыху, там, прогулки, допустим, в парке, да, в общем, там, где вы можете расслабиться, либо там в кафе, допустим, пойти, да, часть дня вы работаете, часть дня отдыхаете, и вам здесь комфортно. Что еще может быть? Может быть, для кого-то это какая-то крупная сделка, которую вы долго готовили. Может быть, это, кстати, денежная какая-то сделка, то есть, ну, в смысле не денежная, а инвестиционная, да. Так, что еще может быть? Может быть, вы здесь приглашаете партнера своего, да, или какого-то крупного клиента на беседу, допустим, на ужин, допустим, да, или, в общем, какой-то вечер такой праздничный, да, и вы приглашаете этого человека для того, чтобы лучше познакомиться, для того, чтобы договориться о каких-то условиях ведения бизнеса, может быть, совместного, может быть, о каких-то условиях сделки здесь договариваетесь. Ну, в общем, здесь очень важный день для того, чтобы какие-то закладывать на будущее важные дела. Посмотрим теперь финансы. Финансы сегодня. Дама трефовая, могут приходить финансы, но это в основном то, что мы заработали, да, то, что мы вот вложили, то и получили. Это либо доходы от профессиональной деятельности, либо доходы от нашего творчества, но тут строго без излишеств, да, то есть что заработали, то получили. Для тех, у кого свое дело, здесь, скорее всего, деньги будут приносить многочисленные связи, коммуникации с разными людьми. Теперь посмотрим итог дня. Десятка пиковая. Очень многое от сегодняшнего дня зависит. Очень многое здесь поменяется. Поменяются даже, возможно, люди окружения. Поменяется возможность зарабатывать. Поменяется для кого-то даже работа. Кто-то даже внешне может поменяться. Да, может быть, кто-то там прической будет заниматься, там одеждой или еще чем-то. То есть вот в конце дня вы почувствуете себя каким-то другим человеком, измененным, обновленным. Очень много здесь удовлетворения от нового. Друзья, желаю всем прекрасного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.